эфире новости спорта. Здравствуйте. Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии в заключительном матче групповой стадии и вышла в полуфинал Всемирных пляжных игр. Встреча завершилась со счетом 6-5. А в составе россиян голы забили Алексей Макаров, Юрий Крашенинников, Артур Папоротный, Павел Баженов и Федор Земсков. У японцев дубль оформил Масарони Акоюма, а по разу отличились Томоя Гиноза, Сусей Ямаучи и Наоя Мацуо. По итогам группового этапа сборная России набрала 8 очков в 3 матчах и заняла первое место в группе D. В полуфинале турнира россияне сыграют с иранцами. Встреча пройдет сегодня. Футболисты сборной Украины со счетом 2-1 выиграли у Португалии в матче отборочного турнира и досрочно вышли в финальную часть чемпионата Европы. За победителей взятия ворот провели Роман Еремчук и Александр Ярмоленко. У португальцев с пенальти отличился Криштиану Роналду. Сборная Украины стала 5-й командой, сумевшей обеспечить себе досрочный выход в следующую стадию. Ранее в финальную часть турнира пробились команды Бельгии, Италии, России и Польши. А вот результаты других встреч игрового дня. Футболисты Косово дома со счетом 2-0 победили Черногорию. Англия на выезде разгромила Болгарию 6-0. Литва на своем поле уступила Сербии 1-2. Албания в гостях одержала крупную победу над Молдовой 4-0. Исландия дома обыграла Андорру 2-0. И Франция сыграла в ничью с Турцией со счетом 1-1. Доминика Тедеско назначен главным тренером московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение с 34-летним немецким специалистом рассчитано до 31 мая 2021 года. На посту рулевого «Спартака» он сменит Олега Кононова, который покинул клуб 29 сентября после ряда поражений на старте сезона. Тедеско ранее возглавлял немецкий «Шальке», с которым становился серебряным призером чемпионата Германии, а также выходил в плей-офф Лиги чемпионов. «Спартак» после 12 матчей занимает 12 место в таблице чемпионата России. В активе команды 14 очков. В 13-м туре красно-белые на своем поле сыграют с казанским «Рубином». Встреча пройдет 19 октября. Заброшенная шайба и результативная передача Евгения Додонова помогли его Флориде обыграть Нью-Джерси в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4-6. В составе победителей помимо россиянина взятия ворот провели Брэд Конноли, на его счету дубль, а также Джонатан Юберда, Маккензи Уигар и Ноэль Акьяри. У хозяев льда точные броски провели Тейлор Холл, Еспер Брат, Уилл Бутчер и Павел Заха. В турнирной таблице Восточной конференции Нью-Джерси занимает последнее 16 место, набрав 2 очка. Флорида идет на 10-й строчке, имея в активе 6 баллов. В следующем туре Нью-Джерси встретится с Рейнджерс, а Флорида сыграет с Колорадо. Московская «Динамо» на своем льду победила Магнитогорский «Металлург» со счетом 6-3 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе победителей дубли оформили Микс Индрашис и Юсо Хиетанин. По разу забили Дмитрий Яшкин и Вячеслав Кулемин. У гостей отличились Сергей Мазякин, на его счету дубль, а также Роман Любимов. «Динамо» занимает 4-е место в таблице Западной конференции, набрав 21 очко. «Металлург» идет 11-м на Востоке, имея в активе 14 баллов. В следующем матче Магнитогорский клуб в гостях сыграет Сочи, а «Динамо» дома примет московский ЦСКА. Обе игры пройдут 16 октября. Якутские пловцы завоевали 17 медалей на первенстве и чемпионате Дальневосточного федерального округа. Соревнования завершились в Хабаровске. Как сообщает «Спорт Якутии», участниками старта стали порядка 300 спортсменов. В активе сборной республики 1 золотая, 8 серебряных и 8 бронзовых медалей. Единственную награду высшей пробы в копилку команды принес мастер спорта России Антон Тищенко, ставший победителем заплыва на 50 метров брасом. Отмечу, что пловцу не хватило 0,6 секунды, чтобы выполнить норматив мастера спорта международного класса. По итогам соревнований спортсмены с лучшими результатами получили путевки на чемпионат и первенство страны. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни регионального и всероссийского спорта.